Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 17. Домой. Дневник пути от Лхасы до Кяхты. Часть 66. 4 ноября дневали и стали обсуждать дальнейший путь. Обстоятельства были в следующем виде. До края населения Цайдама оставалось 4 перехода. 2 первых перехода были почти без травы, но с водой, а 2 последних совершенно безводны и без всякой растительности. Изнуренные животные еще могли сделать 2 первых перехода, но об остальном пути нечего было и думать. Животных можно было бы прогнать через эту местность лишь совершенно свободными, и то с большим риском. Поэтому решили оставить здесь часть каравана с яками и отправить вперед к тайджинарам 2 пеших людей для найма верблюдов и высылки их нам навстречу. Снаряжены были 2 халхасца, которые и отправились в путь сегодня утром. 5 ноября. Мы оставили яков и вьюки с 3 людьми с тем, чтобы через 4 дня, то есть 9 ноября, они тронулись в дальнейший путь. 11 числа на краю песчаной свободной полосы их должны были встретить посланные навстречу. Остальные, в том числе и я, захватив всех лошадей и легкие вьюки, отправились в путь, чтобы поскорее снарядить подводы навстречу. Перевал Нариндзуха невысок со стороны Харанура, но чрезвычайно крут и высок в противоположную сторону. Ущелье, которое носит название Нариндзуха, узкий ров, весьма каменисто. Дорога то круто спускается во враги, то поднимается. Движение весьма затруднительно. 7 ноября подошли к краю песков. Здесь были последние ключи, которые изобилуют это ущелье в своей верхней части. Тут растут в изобилии кусты деревца балага. 8 ноября встали в полночь и, запасши льду и дров, двинулись в дорогу. Когда настал день, мы очутились среди песчаной долины, окаймленной бесплодными каменистыми горами. Около полудня остановились, среди песков и, сварив чай, напились. То там, то здесь были видны кости животных, не вынесших этого пути. Еще утром 1 лошадь была брошена нами. В дальнейшем пути пришлось оставить еще 2. Лошади от голода жадно бросались к черневшим кучкам помета своих товарищей, проходивших раньше, и поедали их с большим аппетитом. Под вечер мы с трудом выехали на край травы, где были первые юрты таджинаров. 10 ноября. Были отправлены подводы, которые 14 ноября и доставили оставленный караван в целости, если не говорить о 2 яках, брошенных среди пустыни. Як очень упрям. Когда он устанет, то ложится на пути и ни за что не встает. Если его бить и понуждать вставать, то, поднявшись, он кидается на человека и неуклюжего может поднять на рога. Но, однако, и это вымещение злобы вынуждает в нем лишь минутную энергию, и он снова ложится через десятков шагов. Тогда лучше снять вьюг, если был на нем таковой, и оставить. Удаляющиеся товарищи нисколько не трогают его, и он здесь же находит свою могилу. Последующие дни прошли в переговорах с Ингазаланом или Зайсаном, он носил оба титула, не выполнившими своего условия. Все они хитро принимали вину на себя и сваливали отчасти на Тангута-пастуха в Накчу, который плохо содержал их лошадей. Они говорили, что их лошади совершенно изнурились, идя свободными, и что многих пришлось бросить на плоскогорье. Этим давали знать, что было только счастье от оставления ими нас.
потому что это послужило причиной покупки яков, на коих мы добрались благополучно, чего не было бы, конечно, если бы пошли на их изнуренных лошадях. Все же я хотел пожаловаться на них их князю, для чего просил свидания с последним. Он пригласил меня 16 ноября. Сынга доставил 2 лошадей для меня и моего спутника-бурята. Мы поехали. Князь жил недалеко. Стояла группа юрт. Я подумал, что княжеская юрта должна быть первая, которая была и поновее, и больше размерами, но когда мы подъехали к ней и спросили, нам указали на довольно старую юрту, бывшую в последних рядах. Князь не вышел навстречу, а выслал прислугу женщину. Когда мы вошли в княжескую юрту, он сидел на своем месте на северной стороне очага, подослав под себя ковер. Для нас были приготовлены также ковры. В юрте не было ничего замечательного. Оно не отличалось ничем от юрт зажиточных простолюдинов. Князь поздоровался с нами, важно сидя, и пригласил нас сесть. Княгиня с грудным ребенком встала при нашем входе, и когда мы сели, приветствовала нас, и уже только тогда села. Сначала мы сидели молча, князь то и дело закуривал трубку, причем княгиня подносила огонь. Затем я изложил ему все дело с его подданными, просил у него защиты моих интересов и показал ему паспорт, выданный российским консулом в Урге. Но, к несчастью, князь оказался не знающим монгольской грамоты и с важным видом смотрел на текст, держа его вниз головой. Потом возвратил и сказал, что его подданные сделали действительно нехороший поступок и что он заставит их уплатить полученные от меня деньги, но тут же не преминул сказать, что один из должников укочевал в горы и что его трудно найти. Я предложил ему заплатить из общественных сумм, чтобы затем тот восполнил их. Он сказал, что в настоящее время нет налицо никаких общественных сумм и денег нельзя найти ни у кого. Делать было нечего. Пришлось оставить на совести князя 10 ланов, а остальные деньги получить так или иначе. Княгиня угостила нас чаем, саракой, так называется вино, перегоняемое из кислого коровьего молока или кумыса. Причем все тоже подносила и князю. После такого угощения мы, простившись с ними, вернулись в свою палатку. 17 ноября. Теперь уже нечего было думать о движении прямым путем в Ургу. Этому препятствовало, во-первых, отсутствие денег, во-вторых, то, что уже часть багажа была отправлена в Гумбум. Поэтому нужно было отправиться туда, где были у меня знакомые, у коих я мог занять денег. Но людей, которые бы взялись везти до Гумбума, не оказалось. Нашлись только возчики доставки Дзунзасака. Они взяли с меня наивысшую плату по 2 цина в день за каждого верблюда, коих мне нужно было 8 голов. Они выехали с нами 18 ноября и, всячески удлиняя путь, доставили нас в ставку Дзунзасака только 8 декабря. Вследствие чего пришлось им заплатить по 4 лана за каждого верблюда. Здесь я узнал, что следующий караван пойдет в Данкор и Гумбум лишь месяца через 1,5. Раньше никто не решался отправиться ввиду грабежей кукунорских тангутов. Снова пришлось подчиниться обстоятельствам и ждать отправления этого каравана. Лишь только мы остановились близ ставки Засака, к нам явился Хошун Занги Дамба, который был хорошим знакомым переводчика экспедиции Козлова, бурятского казака Цоктобадмажапова. Он предложил мне условиться о дальнейшем пути с их отставным князем для знакомства, с которым я тотчас же отправил с ним ходак, так как юрта князя была
изолировано от посторонних ввиду недавнего привития оспы его детям. Прививанием оспы по китайскому способу, вдувание в нос, занимался здесь один лама из чахарских монголов. Он был приглашен в Хашун с платой по 2 лана серебра с каждого. Затем он сделал распоряжение, чтобы все не хворавшие оспой, без различия возраста и пола, перекочевали в одно место. Собралось более 200 человек. Здесь оспа-прививатель сделал всем прививку, вводя в организм лимфу посредством нюхания. Прививка переносится крайне тяжело. Бывают и смертельные случаи от неточного соблюдения острой диеты, для соблюдения за которой оспа-прививатель живет до полного выздоровления всех больных. В данном случае было 2 смертных случая, каковой процент считали очень небольшим и восхваляли искусство оспа-прививателя. Случаев невоспринятия прививки было тоже очень мало. 17 декабря. Хошун Занги представил меня князьям. Когда я вошел в их юрту, то на обычном месте сидел мальчик лет 11, хорошо одетый по-местному и с вымытым белым личиком, свидетельствовавшим о его нежном воспитании. По левую руку от него сидел его отец, неизлечимо больной калека. Немного дальше его мать, женщина лет 45, тоже одетая довольно чисто. Я приветствовал маленького князя и его отца. Отец тотчас пригласил сесть и очень бодро начал речь, которая касалась того же вышеупомянутого Цокто и вообще экспедиций русских. Он упомянул о прежних экспедициях, причем с похвалой отозвался о генерале Пржевальском, который, как он рассказывал, подарил ему хороший револьвер, висевший теперь над его кроватью. Мне вспомнился рассказ Пржевальского о том, как он посадил этого самого князя на цепь, но приличие требовало не касаться этого, и сам он даже не намекал на этот случай. Затем, во время угощения нас чаем, разговор сделался деловым. Мы заключили условие о доставке нас приблизительно через месяц в Гумгум. Условлено было по 4 лана за верблюда. Проживать же мы могли возле его ставки, и он, делая любезность, предоставил мне для проживания небольшую юрту, которая оказалась для него лишней. Я был очень рад этому, так как в палатке было довольно холодно, а затем малая вместительность и разведение огня внутри не позволяли втащить вовнутрь наши вьюки. Мы тотчас же прикочевали к княжеской ставке и, поставив предоставленную нам юрту, поселились в ней. Жизнь была донельзя монотонная. Видели, как течет она в ставке князя. Этот князь считается одним из богатых князей Цайдама. У него было около 100 голов лошадей, 50 голов рогатого скота и 30 верблюдов, и не более 400 голов овец. Такой достаток в скотоводческом хозяйстве в Северной Монголии сочли бы ниже среднего. Конец 66 части.